Добрый вечер выходного дня, друзья. Я Петр Цепандин, программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. Лето наше якутское, к сожалению, очень быстро закончилось, и мы перешли в гастростудию уютную ресторана «Мусхая» на гости к нашему другу Семену Тарбахову. Семен, приветствую. Приветствую. И у нас сегодня очередной гость Сергей Юнганс, директор и художественный руководитель Государственного театра оперы и балета Республики Саха-Якутия. Сергей, приветствую и приятно познакомиться. Взаимно. Так, Сергей, объясняю. Я до начала передачи объяснял и сейчас еще раз повторюсь. Концепция нашей передачи: мы зовем в гости в студию наших друзей, просим, иногда заставляем их готовить, чтобы потом это вместе попробовать и вкусно съесть. Как вы на это смотрите? Ну, отлично, собственно, Да. как бы уже мы выбрали с вами набор продуктов. Для того, Да, чтобы давайте. готовить. С чем вы к нам сегодня пришли, Сергей? Ну, я могу вам рассказать, чтобы не сразу так вот взять и начать готовить, а рассказать вообще, в принципе, как бы история. Я вот Отлично. два года в Якутске, и раньше, когда я жил в Екатеринбурге, я так немножко капризничал, приходил в магазин, у меня вокруг дома 6 магазинов, новый дом. Захожу, думаю, это Перекресток, творог, пятерочка. это да, пятерочка, монетка, все. И захожу, думаю, нет, это творог вчерашний, не буду я, зайду в другой куплю. А сейчас уже, понимаете, как бы у меня в Якутске, в замечательном городе, мне очень нравится, я полюбил Якутск за эти 2 года. Вот у меня уже выработалась привычка закупаться творогом заранее, потому что я очень люблю творог, очень люблю все то, что производное из него готовится, творожная запеканка, сырники, просто творог еще с Ну, чем-нибудь. творог вообще считается очень полезным из молочных Конечно, продуктов. Конечно. Поэтому, собственно, вот так вот я из этой истории как бы выхожу на что-то, что сегодня хотелось бы приготовить творожные сырники, но не просто творожные сырники, да, я просто пытаюсь придерживаться правильного питания. Творожные сырники, во-первых, без сахара, Которые ПП, да? которые правильное питание, да, высокобелковая пища и правильная пища. Но для того, чтобы эти сырники слиплись, вот как мне шеф-повар ресторана «Мусхая» не даст соврать, чтобы они слиплись, нужен не просто обезжиренный творог неизвестной марки, о которой мы не можем говорить в эфире, но еще нужно туда средней жирности добавить творожную массу, чтобы все-таки была некая клейковина, потому что та высокобелковая мука, для того, чтобы сделать сырники высокобелковыми, и отсутствие сахара было компенсировано, и чтобы все-таки у нас получился такой продукт, который бы не как всегда у меня в обезжиренном твороге сырники превращались в лепешки и в подошвы, а чтобы все-таки это был по выходу, я думаю, что вы поможете, чтобы это были красивые такие колобочки, презентабельные, которые мы с вами, я думаю, сегодня Которые можно будет сфотать и без стыда выложить в Инстаграм. Ну, условно почему? так. Ну, конечно, Веление конечно. на современное время. Да, то есть, в общем, не сфотографируешь, не съешь. сырники с 15% жирности сметаной и финиковым соусом без сахара. Слушайте, по ощущениям, как вы дотошно все это так объясняете, то есть вы, скажем так, вообще любитель и высокой точки, высокого буквы Л, большой буквы Л, да? Ну, то есть вы очень щепетильно к этому относитесь, к своему питанию, получается. Ну, конечно, конечно. Ну, во-первых, я и как наш шеф немножечко аллергик, и поэтому я всегда слежу за тем, что, что кушать? да, что входит в продукты, и посещая в том числе и ресторан «Мусхая», я всегда спрашиваю: скажите, пожалуйста, а что вот здесь вот, что здесь вот в этом блюде, а какой соус, а если там вот то-то или то-то, не буду раскрывать, про какие ингредиенты я спрашиваю, поэтому, конечно, я все-таки думаю о том, что я ем, почему я это ем и какие будут последствия, чтобы думать об этом сегодня. Возможные. Конечно, конечно. Да. Ну, давайте приступим. Давайте приступим. И заодно уже Ну, конечно. разговор продолжится. И для начала нам нужна миска. Ну, конечно, нам нужна миска. Ну, мы же не будем говорить, я думаю, о том, что мы готовим. Я думаю же, наверное, мы будем говорить все-таки о жизни, о каких-то... Да, но Нет, ну понятно. между тем касается, Между тем, что... конечно, да. То есть мы берем... Чуть-чуть объясняю. Мы берем творог, и берем мы творога. А если бы, конечно, вы мне нашли ножницы, чтобы я этот творог не рассыпал, конечно, было... Ну, хотя, может быть, я и открою Ножом. и ножом, или, может быть, даже руками. Ну, давайте ножом. То есть мы берем
Вообще, в принципе, 500 грамм творога. Но в чем здесь секрет? Ну, по крайней мере, мой секрет, как я пытаюсь сделать. Мы берем 400 грамм творога обезжиренного. В принципе, любого. Главное, чтобы это был творог достаточно такой по консистенции жирноватый. Но вот этот не совсем жирноватый. Потому что он не местный творог, привезенный. И когда этот творог трехдневной годности, тогда, конечно, творог получается такой жирноватый и хорошо склеивается. Здесь творог достаточно суховатый, поэтому к нему мы добавляем вот это вот неизвестного производителя. Да, сливочное масло. Нет, почему? Ни в коем случае сливочное масло, по моему, в таких количествах, по моему глубоко субъективному убеждению, продукт достаточно вредный. То же самое, как и сыр. Я стараюсь все-таки, если употреблять сыр в пищу, употреблять его легкий. Потому что если вы думаете о том количестве белка, которое вы едите, наверное, все-таки нужно думать о том, чтобы было много белка и было много пищевых волокон, да? То есть сложно усваиваемых углеводов. Если вы мне дадите вилочку, вот, как бы чтобы мы вот это вот. Нет, вот я, вот, знаете, прям смотрю, профессионалы на меня смотрят, как я такой что директор, художественный руководитель, что-то делаю с творогом. Сейчас мы будем так очень долго, я думаю, что какой-нибудь другой вопрос зададите, вообще о жизни, о театре или о чем-то. Нет, традиционный вопрос, Сергей. Всем гостям я задаю в самом начале, да, но так как мы немножко ушли в тему, да, ну ничего страшного. Сергей, вы сами откуда, как пришли в профессию? Расскажите немножко о себе. А я тут, знаете, как бы что узнал? Вот Ага. совершенно случайно. У меня такое ощущение, что я знаю, что у вас что-то тоже, как и меня, связывает с Екатеринбургом. Вот что вас связывает с Екатеринбургом? Я сам с Екатеринбурга. Свердловск это? Да, Свердловск. В Свердловске, ну, родилась моя супруга. Ну вот видите, оказывается. А я просто совершенно случайно об этом слышал, потому что смотрел ваши предыдущие программы на телеканале Якутия-24 по субботам и воскресеньям. Поэтому вот видите, какое, оказывается, может быть, я Да, поэтому ну, то и есть, попал сюда. Как говорится, правило трех или там с какие-то рукопожатия, да, всегда Да. же есть все люди знакомые. Да, так получилось, что тесть мой учился там, теща училась там в консерватории, тесть учился в юридическом, и они там познакомились с студентами будучи, и моя супруга будущая родилась тогда еще в Свердловске. Ну и, само собой, она считает себя свердловчанкой до сих Ну, пор. вы знаете, я тоже Ага. как бы считаю, что Екатеринбург это Свердловск, и папа мой родился там, и мама, и, собственно, корни все оттуда. Ну, на самом деле, корни не совсем оттуда. У меня фамилия Юнгенс, и дедушка мой, как бы, ну, совсем с границы Австрии и Германии, поэтому осел он там, в Свердловске, тогда еще, как папа мой любит называть, в Свердловске. Свердловск? Вот, в Свердловске, да. Вот, и... Как говорят, не Мурманск, а Мурманск, типа. Ага. Ну, тоже же Да. в этом есть что-то такое интересное. Поэтому вот уже 2 года, как я живу в Якутске, в замечательном городе, знаю даже несколько ресторанов, пытаюсь пробовать разную индигирку и строганину в разных ресторанах, сравниваю, где-то что-то интереснее, где-то что-то вкуснее. И даже был в ресторане Мусхая, мы праздновали здесь Новый год, у нас был корпоратив еще до пандемии. Все было очень вкусно, было все очень интересно. Вот, отвечая на ваш вопрос, еще ровно 2 года назад я принял участие в открытом конкурсе на соискание вакантной должности директора театра оперы и балета. Приехал сюда. Ну так это еще и конкурс был, ну, Да. не просто так. То есть вас не назначили и сказали, Нет. вот иди туда работай. Это был конкурс, в котором мог принять участие любой, абсолютно любой человек, гражданин Российской Федерации, не обязательно проживающий в России. Главное, Ну то чтобы есть у с него- соответствующим образованием, Да, и было, каким-то да. бэкграундом своим. Конечно, чтобы у него было именно соответствие занимаемой должности, образование, опыт работы, чтобы у него была определенная концепция. Это была очень серьезная проверка. То есть мы представляли концепцию, мы проходили почти как лидер России деловую игру, и командная деловая игра, и индивидуальная проверка компетенции, и собеседование в тот момент с представителем правительства Владимиром Викторовичем Солодовым. Ну, собственно, после этого я стал директором театра, и вот
А конкурс большой был? Конкурс был большой. Конкурс был большой. Около 50 человек принимало участие. Очуметь. в конкурсе. Ну, не так уж и много, я могу вам сказать. Да, это немного считается. Ну, смотря с чем сравнивать. Ну, Ну, может быть, и много. Но на самом деле конкурс был беспрецедентный. Я не помню в России вот таких открытых, таких настоящих конкурсов, которые проходили бы так. И я думаю, что все-таки вот это начинание, которое потом было и в Национальном художественном музее, и в Миринском театре, собственно, это говорит только о том, что Республика Саха-Якутия достаточно передовой регион в этом Ну направлении. и, получается, Да. смотрит перспективы далеко, ну то есть с точки зрения стратегии смотрит, получается. Ну, Ну, то есть конечно, это же не конечно. просто так, да, человека взяли с огромного конкурса и через год говорят, ты не подходишь, ну вот как-то так, да, ну то есть Конечно, это, подход уже совершенно конечно, другой получается. стратегическое направление. Ну вот я вот хочу, у меня, конечно, есть своя стратегия приготовления сырников, но я вот хочу посоветоваться с вами. Все-таки, вот как вы думаете, сейчас добавлять яйцо или вот это вот Чуть было не сказал, муку? яйцо или курица. Да, яйцо или курицу. Яйцо все-таки или муку сначала? Я вот думаю, что добавить муку. А потом уже яйцо, чтобы оно... Ну давайте. Тогда мне нужна будет столовая ложка, если есть. Есть. Вот. И в эти получившиеся вот такими долгими усилиями, ну, конечно, не совсем та консистенция, которую хотелось бы, все-таки Вот это? пожирнее должен быть творог, да, он все равно немножко получается суховат, потому что отсутствие сильной влажности, 4 столовых ложки мы сюда пока добавляем, а потом будем уже смотреть. Это не просто мука, это высокобелковая смесь неизвестного производителя. Так, ладно. Неизвестного производителя, из которой можно приготовить, по сути, и вафли, и оладьи, и все что угодно. И она, по сути, да, она и с ванилином, и уже... Да, вкус пошел, ага. Да, и она Запах уже... пошел. Ну, как бы, это не совсем, наверное, правильно, она с заменителем сахара идет. Вот. Как бы, поэтому тут есть, две стороны. Что все-таки лучше, сахар или заменитель сахара? Но я на самом деле, у меня есть еще дома одна смесь, которая вообще без заменителя сахара, которая просто концентрат молочного белка. Вот. Но вы не станете это есть. Я когда готовлю, оно выглядит все очень красиво, но тут возникает вопрос. Мы едим то, что это вкусно, или мы едим, потому что это полезно? Я все-таки постараюсь думать, как это полезно, и думать о качестве и чаще полезных всего- свойствах. А чаще же так бывает, то, что полезно, ну, как правило, не очень вкусно. Как вот вы считаете? Вот то, что полезно, оно не очень вкусно? Ну, это отчасти. 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 Потому Потому что у каждого отчасти. человека вкусы разные, Ага. предпочтения. Тоже брокколи. Кому-то не нравится, кому-то очень даже просто заходит. Как я люблю присказку, все, что хорошего есть в жизни, либо противозаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению. А бывают вот такие вот приходят к вам в ресторан посетители, которых, спецзаказ какой-то, и говорят, вот мы хотим без масла, без сахара, без того-то, без всего-то, но чтобы было очень вкусно. Вот Конечно, что вы делаете в этой ситуации? Ну, в этой ситуации нужно находить компромисс с заказчиком, потому что можно объяснить человеку, что, может, вы и готовите дома на одну порцию для себя, но в технологическом процессе, например, если у вас банкет на 30 человек, это будет очень трудоемко и может и не получится, если вы добавляете там свое или наоборот что-то не добавляете. Из этого нужно находить компромисс с человеком, заказчиком, и уже переходить к дальнейшим действиям. Ну вот мне расскажите про консистенцию. Вот пока сейчас все хорошо, вы как профессионал. По поводу компромисса. Я думаю, в принципе, сойдет. Или когда мы добавим уже яйцо, мы уже будем смотреть. Нет, мы яйцо добавим, но я думаю, вы спрашиваете именно По консистенции. смешению муки вашей. Да, по смешению муки. Нормально? Ну вот у меня, видите, я Продолжаем. вот так вот, да, со страху как-то все вроде бы получается. Потому что я когда дома готовлю, у меня все время что-то как-то очень жидко. Нет, это всегда так, потому что дома готовишь, у тебя получается. Хочешь дома, на работе сделать, например, те же разработки блюд, Мгм. можно сказать, бывает, человек читает книгу, вдохновение идет, или также у повара,
Вот дай-ка попробуй так, и дома, ну, ты какая красота. Придешь на работу, поспишь, получается, голова перезагрузилась, хватаешься, а потом, ой, нет, это тебе здесь А бывает, вот я, допустим, часто прихожу в кафе или в ресторан, или в кондитерскую и спрашиваю, а вот у вас есть, допустим, торт из полбяной муки? Или есть у вас торт без сахара, из высокобелковой муки? И очень редко бывает. Вот только, допустим, в Москве я встречал такую кондитерскую, где есть на самом деле, но понятно, это дорогостоящее очень производство. То есть у них с левой стороны все с сахаром, а с правой стороны такое высокобелковое. Вот видели ли вы в Якутске где-то, чтобы были такие? Ну, это, как говорится, тенденция еще не сильно укрепилась. У нас в Якутске, но центральная Россия, она, как говорится, закрепляется. Но сейчас можно на прилавках магазина увидеть очень много сортов разных муки. Нас просят немножко показать, что у нас получается в камеру, чтобы общим планом показать. Ну, собственно, у нас получается тут такая хорошо. пока еще все хорошо, некая консистенция средней массы творога обезжиренного и творожной массы, ну, такой тоже не сильной жирности, куда мы добавили в 500 грамм итогового творога, мы добавили 4 столовых ложки высокобелковой мучной смеси. А сметану Да. когда будет? Сметану мы будем сервировать. Это То другое. есть вы хотите, Без чтобы еще сметаны. внутрь сметаны? А знаете, мы можем же поэкспериментировать. Мы можем взять половину сделать без сметаны, а вторую половину сделать со сметаной. Те, кто любит пожирнее, можно и как бы сравнить, что все-таки будет. А это все для А это все для сервировки, да, Чтобы макать потом, да, да? финиковый сироп и сметана. Так. Да, это ж не надо, это же, конечно, крупным планом снимать. Пусть. Все. А я могу вам сказать, я же ведь еще иногда до некого, как вы говорите, большой буквы Л любитель, иногда дохожу до такого перфекционизма, что я добавляю еще 3 белка без желтка дополнительно. А именно белок. Да, но они становятся, сырники тогда становятся очень, очень жидкими. Это, конечно, белок, оно само по себе полезно, но он становится жидким. Поэтому тут вот тоже, может быть, сегодня с вами я попытаюсь найти вот такую оптимальную консистенцию. Баланс. Да, Компромисс, баланс. да, компромисс, баланс вот той консистенции именно массы, которую нужно готовить для сырников, чтобы они все-таки получались красивыми, румяными, как дети любят, как в детском саду давали. Потому что я помню вот из детского сада, вот почему-то в детском саду все было очень вкусно. Сосиски были вкусные, картофельное пюре. Газировка раньше была То вкусная. есть, а в детском саду не давали газировку. Ну, Компот давали. я в детстве помню, потому что Какао это вообще милое дело на пол. манники. Манники. И я помню с детства вот эту вот творожную запеканку и сырники на завтрак. Просто я таких, а может быть просто трава была зеленее. Мороженое И деревья- вкуснее, и солнце деревья ярче, выше. и деревья выше. И Но деревья просто выше, да. что-то как-то я помню из детского сада, что там прямо были такие сырники вкусные, которых я потом в жизни никогда не ел. Вот вы расскажите, а на самом деле отличается как-то рецептура для, допустим, для детского сада, для детского питания и для взрослых людей? Ну, собственно, конечно. Потому что для... Стол есть, номер 17, стол номер 11. Отдельные стандарты, как Всегда для- так? Просто возьмем, в общем, общепита, да? Есть подразделения такие, как дошкольное питание. Школьное питание – это вот стандарты у каждых разных. И потому да, именно какая продукция разрешена, например, в школьных это может быть разрешено, а в дошкольном это не разрешено. Например, ну, дома можно добавлять, туда, например, что-то, ты можешь добавить капельку уксуса, да, для подчеркивания вкуса. Это не разрешено, например. Молочные продукты очень хорошо, прям хорошо именно контролируются, потому что все-таки кисломолочные продукты, и ну, не дай бог отравление, это вообще и контроль Ну, должен быть. скажем так, дети есть дети, да? Ну, Да. то есть, да. А вот вы знаете, я вам что могу сказать? Мы совсем недавно приехали из больших гастролей. Нашему театру 7 октября исполняется 50 лет. Целых 50 лет у нас большой юбилей, и этому были посвящены наши большие гастроли по городам Приволжского федерального округа. Это было 4 города.
Мы были на гастролях 3 недели: Казань, Уфа, Йошкар-Ола, Ульяновск. И там в одном из городов у нас были заказные завтраки, на которых у нас один день была каша и сырники, другой день была каша и омлет, третий день у нас была каша и творожная запеканка. И вот я для себя выяснил, что вот вроде бы артисты балета должны думать о том, что вот они берегут форму, но оказалось-то, что они больше всего любят пирожки с яблоком. Вроде как бы не ПП, да? Да, вроде бы как бы не ПП. То есть вроде бы есть и вот сырники, и запеканка, но больше им нравится все-таки каша и пирожки с яблоком или с вишней. Ну это так, отступая, просто рассказать. Да, вот, ну, конечно. артисты балета же все равно те же спортсмены практически. Ну, конечно, конечно. Да, ну то есть в форме Кушать-то нужно быть. хочется. Ну кушать хочется всегда. Кушать-то хочется всегда. Поэтому у нас вот так вот, если так, я немножко вам расскажу про эти гастроли. Гастроли были организованы при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Росконцерта, длились 3 недели. Но публика, конечно, не ожидала. То есть вот все то, что было там, в Поволжье, к нам приходили люди после спектакля и говорили: мы не думали, что в Якутии может быть такой крутой театр, как балет, что в Якутии может быть такой балет, что такой уровень. Мы привезли туда свет, мы привезли туда огромное количество декораций, 2 большущих фуры, и, конечно, это было очень грандиозное событие. То есть в каких-то городах, к примеру, в Ульяновске нет музыкального театра, нет музыкального театра, нет театра оперы-балета, и к ним никогда такого масштабного зрелища театрального, музыкального, хореографического не привозили. Ну, театра есть, но такого нету, да? Такого нет, потому что мы... Публика каким образом тогда собиралась? То есть, Ну, и любители, спрос же есть, получается? Ну, любители есть. Город 600 тысяч, в 2 раза больше, чем Якутск. Вот. И любители, они всегда есть. Оперы, балета, мюзикла. Вот. Но мы, конечно, там произвели фурор. Это были аншлаги во всех городах. Очень хорошо нас воспринимал зритель, аплодисменты. Нас не отпускали по 7, 8, 14 раз после спектаклей. Такие овации, такие громкие аплодисменты, крики «Браво» нашим артистам. Что хочется еще раз гастролировать, наверное? Ну, конечно, мы будем в будущем также работать по поводу, вот сразу видна рука мастера. Сергей, видна рука мастера. Расскажите вот, ну вот с истоков, да, вот вы выиграли конкурс, стали руководителем и директором театра. С чего вы начали? Ну, с анализа в первую очередь. С анализа. Анализа репертуара, который есть, анализа штатного расписания, труппы, здания, всего. Ну, то есть посмотреть, что есть, да? Все, потому что для того, чтобы принимать какие-то управленческие решения, нужно провести очень глубокий и точный анализ. Полгода я смотрел, анализировал, присматривался, пытался ту стратегию, которую я предлагал с самого начала, как бы немножечко, уже будучи в полях на передовой, несколько пересмотреть. Собственно, пересмотрел, мы изменили несколько структуру театра, штатное расписание, репертуарную политику. Сегодня в нашем театре, несмотря на то, что мы сохраняем классический репертуар, классические балеты, оперы, мы развиваем современный репертуар и детский репертуар, потому что я считаю, что театр оперы и балета самостоятельно формирует вот эту зрительскую аудиторию, которая в будущем придет в театр. Потому что может произойти такая ситуация, что те любители оперно-балетного искусства, которые любят театр, ну там условно 70-х, 80-х годов, они постепенно уходят. И сегодня поколение ТикТок, вот это вот поколение уже даже не нулевых, а уже 2010-х оно приходит на смену. И сегодня мы пытаемся делать такие спектакли, которые бы включали и элементы современности, и все-таки несли образовательную функцию и показывали сегодняшнему юному новому зрителю, что театр оперы и балета, отличная консистенция, мне кажется, театр оперы и балета, опера, балет, мюзикл, детская музыкальная сказка могут быть интересны. И, собственно, поэтому в конце нашего юбилейного театрального сезона в прошлом году мы выпустили спектакль, мюзикл о жизни в Инстаграм «Калейдоскоп иллюзий».
Спектакль о блогерше. Прямо так и Да, называется. прямо «Жизнь так в Инстаграме». называется. Спектакль по жанру мюзикл о жизни в Инстаграм, название его «Калейдоскоп иллюзий». Спектакль о блогере, который создает блог, который нанимает специальную команду музыкантов, танцоров, и у нее мечта заработать 50 миллионов подписчиков. Не денег, а подписчиков. Подписчиков, лайков. Ага. Вот. И она тратит на это все. И что получается из этого, может узнать зритель 29-го, не только 29-го. Ну, какую интригу И ввели. дальше. Нет, на самом деле спектакль очень красивый. Над Без- этим без спойлеров, Без спойлеров, абсолютно. Работала международная постановочная команда. 2 балетмейстера. Это художественный руководитель балета из Алматы, Гульжан Туткибаева, хореограф балета Евгения Панфилова из Перми. Оркестровые партитуры писал минские аранжировщики из Беларуси, художник по свету из Беларуси. Целая сборная команда. Константин Хватынец, главный дирижер Московской оперетты, дирижер-постановщик этого спектакля. 2 художника из Екатеринбурга, Иван Мальгин, Елена Черкова. Ну и я, как режиссер в Якутске, это все, собственно, собрал. Зварганили. Поэтому 29 октября мы с удовольствием приглашаем зрителей на этот спектакль. И очень хочется, чтобы на этот спектакль обратили внимание молодые зрители, юные зрители, которые сидят там сегодня и живут там, в Инстаграме, в ТикТоке и в социальных сетях, потому что как раз-таки этот спектакль, ну, Да. можно сказать, знаете, как и высокие произведения, переложив это на драму Шиллера, Шекспира, Чехова и Островского, ставят вопросы, а что все-таки сегодня правильно? И что есть реальность? Вот то, как мы с вами сегодня, на самом деле вот такой формат общения очень интересный. Он же очень редко сегодня происходит в нашей жизни. Раньше, или 15-20 назад, Это были мы вот так вот кухонные встречались, посиделки, да, и Собственно, разговаривали. другого не было. А сейчас уже можно общаться через социальные сети, можно проводить зум-конференции, и зачастую встречи сейчас проходят, особенно во время пандемии, проходят так. И мы, как театр оперы и балета, хотим развиваться, и поэтому мы пытаемся делать не только классические спектакли. Классические спектакли никогда не уйдут с нашей сцены, но мы хотим делать сегодня шаг навстречу к новому зрителю, чтобы он понимал, что опера сегодня может быть интересной и актуальной. Это так вот мы постепенно с того, что опера может быть актуальной, современной и интересной, перешли все-таки к этому шарику, из которого нам сейчас нужно будет катать сырники. Ну, вот подскажите, все-таки надо, наверное, может быть, поставить сковородку на легкий режим прогрева. А давайте чтобы- местами поменяемся. Как? Вы же будете здесь. Ну давайте. Сергей, давайте. Семен, ты тоже проходи сюда. Вот насколько посоветуете вы поставить сковородку? Ну, мы ее прогреем на среднем огне, Ну, давайте. а чтобы потом уже смотрим. Ну, пока мы возьмем, наверное, может быть, вот столько. Масло. Масло. Ну, мы будем такой все-таки сегодня делать адаптированный. Ой, я никогда в жизни столько масла, конечно, не наливал. Да? Да, но, по крайней мере, у меня сырники получаются совсем другие. Но, наверное, чтобы они получились поджаристые, Но золотистые. мы же, точнее, вы же решили 2 вида сделать. Ну, давайте, мы будем делать 2 разных адаптированных варианта. Но я могу вам сказать, что я на самом деле, когда делаю сырники, я их сначала обжариваю с 2 сторон, а потом ставлю в духовой шкаф. Духовой шкаф. Поджарили. Ну, по-разному добывают. Ну что, кто будет катать шарики? Петр. Ну да, или я. Да. Зелени. Да, давайте вот вам дадим один шарик. Давайте вот у нас вот здесь посмотрим просто у кого как получится. Вот нужно взять один, раскатать шарик, потом пропланировать. А вот вы свой катаете. А. У нас каждый сейчас будет свой. Но он должен быть круглый. Это вы помните, как в этом, в Винни-Пухе, мой любимый цвет, мой любимый размер? Он должен быть круглый, да. Вообще круглый? Или он лепешечка? Ну вы Он- когда для он старшей чуть- группы детского сада у вас шарик? Что-то вот типа вот такое. Ну, мне кажется, раза в 2 больше должен быть, да, наверное? Должен быть? Да, давайте. Так. А он прожарится такой Да. большой, что ли? Ну, такой, да, я думаю, прожарится. Если можно огонь тогда добавить, чтобы мы уже, получается, сейчас приступим. Добавить? Угу. Круглый. Ну, круглый. Потому что что я только не готовил, но я в основном как бы вот больше по мясу и по рыбе. А это считаю, что это Что-то новое. что-то новое. Ну, как-то это. Супруга готовить надо, конечно, вот такое. И потом сюда. И потом сюда. Так.
и потом сюда, и потом туда, и чуть-чуть так его приплюснуть. А я, вы пока вот там вот, прошу прощения, вы пока вы приплюс, я не знаю, как это по-русски склонять нужно этот глагол. Приплюс. Да, то есть там вроде бы есть секрет, что нужно влажными руками. Это как типа Да, панировка. влажными руками. А вот профессионалы руки делают. Вот я буду влажными руками, а профессионалы маслом мажут руки. Для того, чтобы руками... Не, конечно, меня кинули на амбразуру, но я как... Но вот как видите, есть. а у нас будет зато, видите, как три таких шарика, три братца. По-моему, масло еще не прогрелось, поэтому я сейчас кину, будет рановато. Да? А, держите в руках или туда Да. положите. А вот видите, вот у меня уже меньше, я уже, видимо, чуть побольше. Профессионал в сырниках. А вот есть прям совсем профессионал, который маслом вымазывает руки. Это получается совсем... Вот, чувствуется рука мастера. Ну, человек 8 лет учился кулинарному искусству, ну, конечно. Ну, каждый, вы знаете, талантлив по-своему. в своей вы сфере. где учились? А у меня разные образования. Первое образование у меня... Ну, то есть вы каким-то образом все равно же пришли к тому, чтобы выиграть этот такой огромный конкурс? Ну, первое образование у меня актерское. Я актер драматического театра и кино. Классический актер. Классический, конечно. Ну, не бывает как классический актер. Ну, актер драматического театра и кино. Я работал в театре драмы 3 года актером. Потом у меня образование режиссерское, режиссер музыкального театра. Я работал 7 лет в Екатеринбурге в театре музыкальной комедии. Ну и, собственно, после этого всего топ-менеджмент в Российской академии народного хозяйства госслужбы. Ух ты, топ-менеджеры? Я Топ-менеджер. в 2006 это закончил, Вернадского в Ну, Москве. видите, Тоже то есть пересечение. нас объединяет не только Екатеринбург, что ваша жена родом с Екатеринбурга, Да. оказывается, топ-менеджер. Вот скажет, видите, там оказывается, да, у театра оперы и балета на Якутия-24 какие-то подвязки. Понимаете, после выборов-то в Госдуму, хотя мы об этом не будем с вами сейчас говорить, то есть тут всплывают какие-то на самом деле Моменты, да? моменты. Можно уже или нет? Класть-то. Накладывать. Закладывать. Да. Можно. Ну, каждый свое. У нас Каждый получается кулинарный батл. Да, давайте пока вот у нас будет, я вот мой там слева сверху. А, мы сразу 6, да, положим? Я не знаю. А, ну давайте. А давайте я еще тогда один. еще руки ополосну. Так, а я ничего не буду делать. Я продолжу своими силами. Забавное занятие. Семен, а должно быть и внутри, да, получается, если ты... По-моему, рановато чуть-чуть. Ага. Ну, я думаю, что не сразу надо, наверное, все Закладывать? да, жарить. Почему? А ну потому что у нас же 45 минут передачи. А, нет, Мы же должны еще все-таки проговорить все, что вы... А вы вначале вообще сказали, что мы не разговариваем о еде, а мы разговариваем вообще больше о о еде, да? жизни, о том, Нет, что там. тогда вопрос сразу в тему. Давайте. Про театр, да? Помните фильм «Москва слезам не верит»? Конечно. Говорили там, скоро будет одно сплошное телевидение, что не будет ни библиотек, ни театров, будет только одно кино, да? Какое будущее вообще, как вы считаете, имеет театр в том виде, в котором где вы работаете? Ну, я могу вам сказать, что, ну, понятно, что в любом случае И необходимо насколько конкурентно способна трансформация и адаптация. Театр, я считаю, что театр не умрет никогда, потому что потребность общения зрителя с живым артистом, она никогда не пропадет. Телевидение может трансформироваться, телевидение, ну, Уйдет в вы сами интернет. говорите, да, что, может быть, уйдет в интернет, будут какие-то другие форматы, но понятно, что уже не будет того театра, который был раньше, когда не было телевидения, не было радио, были кареты, и приезжали графы, княгини на спектакли, вот профессионал видно. Колобок обкатывается профессионально. самостоятельно? Да, то есть особая методика интересная. Ну вот, собственно, не будет уже того, что приезжали люди и на вот эти театральные спектакли собирались на 4 часа, и было по 4 действия, и могло быть по 3 антракта. Конечно, это уже не будет. Зачастую бывают, конечно, такие театральные постановки, но это сегодня уже
Сегодня уже зритель искушен телевидением, сегодня зритель искушен интернетом. И поэтому Ну, обилием информации, да, я задают бы вопросы, назову а вот так. почему изменения, почему происходит трансформация, почему принимаются те или иные решения? Потому что мы же хотим сделать так, чтобы, пропагандируя высокое театрально-музыкальное искусство, мы же хотим сделать так, чтобы оно было интересно разному поколению. Почему разные спектакли, почему разный репертуар? Потому что, придя сегодня в театр на какой-нибудь, я не говорю какой конкретный театр, как на какой-нибудь очень долгий и не совсем динамичный спектакль, зритель, придя в театр первый раз, может испугаться и не вернуться к нам в будущем. Поэтому мы, конечно же, а не слишком ли сильный огонь? Или нормально? Сильноватый. Мы хотим, чтобы зритель, придя в театр, получил то впечатление, на которое мы рассчитываем. Мы хотим, чтобы зритель, проголосовав рублем один раз, проголосовал за нас. Второй раз. Да, и второй раз. В каком-то случае через 4 года, в каком-то случае через 5 лет, а в каком-то случае Ну, как я, каждый месяц. как человек, который учился продажам, скажем, повторная покупка. Это Ну, очень конечно, важно, конечно. да. То есть нам важен вот этот вот момент возврата. Момент возврата. И сегодня я могу вам сказать, что по замечательной инициативе президента нашей страны Владимира Владимировича Путина сейчас запустился в России проект «Пушкинская карта», где каждый гражданин нашей страны от 14 до 22 лет может выпустить через госуслуги, закачав приложение в телефон госуслуги «Культура», Пушкинскую карту, на которую в этом году государство зачисляет 3000 рублей, а в следующем 5000 рублей, которые граждане от 14 до 22 лет могут истратить на билеты в театры и филармонии, и музеи. Сейчас театр, Ангажированные этой программой. конечно, Либо, конечно. либо любые. Ну, ангажированные, скорее Ну, всего. то есть, которые Ну, то есть, зарегистрируются. Да, да, Которые зарегистрируются, и это будут государственные деньги, которые можно истратить, собственно, на культурные блага. Я Давайте считаю, так. что это очень хорошая инициатива, потому что, Ну, чтобы дать человеку хотя бы первая пилюля бесплатно. конечно, первая пилюля бесплатно, так почему первая? То есть, к примеру, в театре оперы и балета на билеты, на самом деле, от 200 рублей. Всего То есть лишь. От 200 Казалось до бы, да? 3000. Дешевле в 2 раза, чем в кино. То есть на вот эти 3000 рублей зритель может прийти в театр оперы и балета 15 раз. Да. 15 раз. То есть это больше, чем раз в месяц. Ну да. Но он может выбрать и филармонию, и русский драматический театр. Ну, условно, Конечно каждый месяц ходить. Каждый месяц ходить Целый в год. театр, да, то есть можно выбрать, конечно, и дорогие места, поэтому вот так вот, пользуясь вашей программой, конечно, хотелось бы рассказать о том, что есть эта программа, и если вам от 14 до 22 лет, и ваши братья, сестры, внуки, племянники, дети, обязательно оформляйте И Пушкинскую карту. я вообще Ее не можно, знал. да, ее можно использовать не только в Якутии. Оформив карту в Якутии, вы можете пойти на любой проект, театральный проект, филармонический, музейный проект, мероприятие, которое зарегистрировано в программе, которое прошло экспертную оценку в любом регионе России. Аккредитацию. Да, то есть в любом регионе России то же самое. Если к нам приедет сюда какой-то школьник или студент в этом возрасте из другого региона России, он также может прийти, к примеру, в театр оперы и балета, купив билет по Пушкинской карте, стать зрителем нашего театра. Сейчас театр оперы и балета является лидером по продаже билетов по Пушкинской карте. Мы одни из первых подключили эту систему. Вот, и работаем, ведем, даже сейчас рассказываем об этом, не только о себе. Сегодня у нас 5 культурных заведений принимают участие в этом проекте, не только Пушкинская, не только театр оперы и балет, еще Ну, и то есть филармония Якутии, в Якутии. Русский драматический театр, Национальный художественный музей и музей России «Моя история». Мгм. Поэтому, собственно, И Советский парк, который. да. Поэтому регистрируйтесь на госуслугах, если вам от 14 до 22 лет, приходите на наши спектакли. И я очень надеюсь, что та премьера, как раз таки о чем я говорил, наверное, масло туда еще надо налить.
Я пока сюда положу. Та премьера, которую мы готовим к Новому году, это музыкальная сказка. Бременские музыканты. Яркий, зрелищный, красивый, знакомый всем детства спектакль будет у нас в новогодние праздники. О поющих животных. О И о трубадуре, и о поющих животных. принцессе, о любви, об отваге. Поэтому я думаю, что... Куда идет король? Вот, Да. вот. Ах ты бедная моя трубадурочка, посмотри, как исхудала фигурочка. Мне кажется, вот это как раз-таки В тему в передачи. тему передачи нашего кулинарного бара, такого некоторого. А я уже даже не знаю, чей сырник был чьим. Чей был, ну, самый маленький, вот, по-моему, в уголке. Сергей, очередной вопрос. Все-таки спрошу про работу. Да. Расскажите еще про театр, про новые лица, про ваши планы, мечты, может быть, какие-то есть. Про новые лица я могу вам сказать, что 30 сентября состоялось открытие нашего 51-го театрального сезона. балетом новый «Жизель». сезон уже. Да, нового сезона, балетом «Жизель». И это открытие дирижировал новый дирижер театра, который приехал к нам из Москвы, молодой дирижер Герман Киткин. И вот то, что отвечая на ваш вопрос про новые лица, ну, мы сейчас как раз-таки работаем над тем, чтобы внедрять в коллектив свежую кровь для того, чтобы создавать такое живое, правильное, конкурентное движение внутри коллектива. Кроме Германа Киткина, дирижера, у нас появился новый режиссер из Белоруссии, Дарья Потатурка. Собственно, у нас сейчас будет заниматься нашим новым проектом «Якутия. Классика. Современность». Это на экспериментальной площадке нашего театра сеть театрализованных концертов, направленных на популяризацию классического и современного музыкального якутского эпоса, музыки, искусства, современного в том числе. Да? То есть мы пытаемся, и сохраняя классическое наследие, такие спектакли, как «Лебединое озеро» Григоровича, «Спартак», «Ромео и Джульетта», «Жизель», «Корсар», мы пытаемся и заниматься в том числе и современным искусством, и в том числе и якутским музыкальным искусством. Поэтому Эпосом именно, да? Ну, то есть с корнями. разным. То есть мы хотим работать и с классической якутской музыкой, и все-таки пытаться работать с современной якутской музыкой. Потому что на нас, несмотря на то, что в городе есть филармония, но театр опербалета один, мы все-таки на себе вот эту функцию пытаемся держать. Вот. Сохранение классического, в том числе и якутского музыкального наследия. По поводу проектов, мы планируем в этом театральном сезоне выпустить балет. Можно сказать, что он современно-классический балет под названием «Дягилевские сезоны». Я думаю, что историю с Дягилевым, который ездил во Францию и в Париже устраивал свои представления, многие театральные зрители, любители классического, в том числе искусства, знают, но это будет сегодняшняя трактовка этого материала. И в конце сезона мы планируем выпустить новый вариант, премьеру в новой музыкальной редакции оперы «Нюргенблаттер» «Стремительный». Но это уже якутский эпос. Конечно, это уже якутский эпос. Это премьера, которую мы хотим посвятить столетию якутской автономии, столетию нашей республики. Собственно, в этом спектакле тоже, конечно, это будет достаточно классический спектакль, но в нем мы все равно будем пытаться соединять, как и в проекте «Якутика. Классика. Современность». Она поэтому называется «Классика и современность», потому что сегодня то, о чем мы уже говорили, только соединяя классические наработки, классические формы искусства с сегодняшним современным театральным языком, мы можем достучаться до сердца зрителя, того зрителя, который приходит в театр сегодня, и отвечая еще раз на ваш вопрос, а умрет ли театр или будет ли это искусство вечно жить. Если оно будет идти в ногу со временем, если он будет отвечать современным потребностям, я думаю, что театр будет жить всегда. Ну, то есть он все равно должен немножко видоизмениться. Ну, это, согласно требованиям. конечно, да, это, вы знаете, обычный процесс любой сферы. Как сегодня же у нас есть цифровая трансформация. Если раньше билеты продавали
только в кассе, то сегодня у нас тоже один из Вот нескольких телефон и все. сегодня театров. Зайдя на наш сайт sahateropera.ru, можете купить билет онлайн. Это стало возможно только в феврале этого года. Раньше это не было возможно. И сегодня, благодаря тому же проекту «Пушкинская карта», более 50% на сегодняшний день билетов на наши спектакли продаются онлайн. Я думаю, что вот правительство, внедрив эту программу «Пушкинская карта», подтолкнуло нас к тому, чтобы мы, театры, культурные институции, приходили к цифровизации. А сейчас вот для того, чтобы вот эта цифровизация и актуальность приготовления этих блюд, которыми мы сегодня занимаемся, приобрела как бы красивый вид, я думаю, что все-таки сервировку мы доверим шеф-повару ресторана Мусхая. Потому что я боюсь, да, я не возьмусь. Мы разговариваем, ну Семен пусть работает. У нас как в России обычно бывает. Двое смотрят, один работает. Мы поговорим. Да. Сергей, скажите, пожалуйста, вот что сильно поменялось в вашей жизни, да, ну немножко этой работы тоже касается, когда вы стали руководителем? Скорее всего, времени стало меньше еще. Времени, я могу вам сказать, всегда было мало. Там нужно только, наверное, посмотреть, потому что это абсолютно новая пачечка. Может быть, у него здесь нет, там все хорошо. Все, вы были правы. Я могу вам сказать, что раньше, когда я работал режиссером, я смотрел на ситуацию достаточно... Я не могу сказать, что однобокая. Сейчас я смотрю на стратегическую сторону развития учреждения. Потому что я сегодня, совершая одно или иное действие, я думаю, как это отразится на жизни театра в целом. И меня много раз уже спрашивали, и в интервью спрашивают, вы, совершая, вот, допустим, тот или иной шаг, вы не боитесь, что, допустим, кому-то это не понравится? Я отношусь к этому таким образом, что руководитель должен смотреть на интересы учреждения, потому что одной группе может нравиться, другой может не нравиться. Это всегда очень субъективная такая оценка, и я пытаюсь не переходя на сторону одной или той группы, допустим, условно в конфликте, принимать такое решение, которое по факту будет правильным для театра. Ну, на ваш взгляд. Конечно, конечно. Но в любом случае руководитель – это человек, который должен брать на себя ответственность и должен принимать решения. Да. Последнее слово. Да. И поэтому, учитывая все, прислушиваясь к мнениям, я советуюсь, всегда пытаюсь выслушать все стороны, но принятие решения всегда должно быть за одним человеком. Иначе, есть такое понятие, каши не сварить. Ну, да. Если несколько человек будут в параллель варить кашу, ну, неизвестно, что из этого получится. Всегда же говорят, плох тот боец, горе тому бойцу, у которого два командира. Конечно. Да, один говорит одно, другой говорит беги туда, а другой говорит собственно, именно поэтому я предложил объединить в одно лицо ставку директора и художественного руководителя. Собственно, сейчас я совмещаю с июня 2020 года директора и художественного руководителя, потому что театр – это такая достаточно сложная субстанция, сложное учреждение, сложный коллектив, в котором необходимо принимать решения, учитывая и административную составляющую, и творческую составляющую. Все-таки в театре должен быть один… То есть творчество и менеджмент. Творчество и менеджмент. Да. В один день, может быть, сегодня менеджмент в принятии решения номер один, в другом творчество номер один. Это все зависит от той или иной ситуации, той или иной проблемы, но только в театре, только учитывая вот эти две составляющие, творчество и менеджмент, можно принять правильное решение. Потому что мы занимаемся творчеством, мы делаем спектакли, но спектакли мы делаем в рамках государственного задания. Конечно. И на определенные грубо говоря, средства. Нерентабельные нафиг никому не нужны. Я бы не сказал так.
так категорично. И иногда какие-то спектакли необходимы для поддержания труппы, для поддержания репертуара. Вот и здесь и нужен именно вот такой грамотный баланс, когда мы иногда какие-то, может быть, не совсем рентабельные спектакли работаем для репертуара, для того, чтобы труппа росла, для того, чтобы сохранять наследие, для того, чтобы публика имела возможность видеть эти спектакли. То есть вот это очень-очень тонкий баланс, который необходимо регулировать. И я думаю, то, что как раз-таки жизнь поменялась тем, что нужно принимать решения достаточно быстро и уметь анализировать то, что как бы происходит в режиме реального времени. Ну да, мы же вместе учились, да, ну получается, вот на одном направлении. Я очень сильно запомнил руководителя оценивать по правильно принятым решениям. Конечно. Только и никак иначе. Ах, как красиво Да. у нас получилось. Пока мы за разговорами. Да, как у нас красиво получилась эта сервировка. Я думаю, наверное, и сыреньки очень, конечно, вкусные получились. Что ж, пробуем. Что ж, Семен, Пробуем, да? ах, как красиво, но все-таки... Ах, как красиво. Ах, как красиво, но не будем стоять, потому что я долго так ложкой вертел. Все-таки предлагаю попробовать, что у нас с вами получилось. Это у Нет, нас- ну у меня-то понятно есть определенное свое мнение, а вот мы спросим у шеф-повара ресторана Мусхая, ну вот что вы скажете? Вот чего вот не хватает или может быть наоборот интересно? Но любители, ну, кто любит сахар, может сахар добавить, но я думаю, Чуть-чуть сахара добавить, да? да. Я думаю, тут нормальная консистенция, хрустящая булочка с кислиночкой. Например, утром будет самое то. Замечательный завтрак. Ну, то есть, как приверженец правильного питания, ПП, ну вот без сахара как раз то самое. Ну вот мне кажется, что если в ресторане Мусхая появятся такие сырники под названием Сахава Пиробалет, От юнганца. да, и с рецептом от Юнганса, я думаю, что вот это будет все-таки такое Достижение. очень хороший выхлоп вашей передачи и некая такая коллаборация театра Не зря позвали, да? Якутия 24 и ресторана Мусхая. Это я так вам некое творческое предложение. Хорошо, возьму на заметку. Сергей, эфирное время, к сожалению, не резиновое. Я хочу тебя поблагодарить за то, что ты любезно согласился быть гостем нашей передачи. И вот, подытаживая нашу беседу, да, меня вот пока стояли разговаривали, вот все в голове держал, да, я даже тот человек, вроде как бы там все знающий, все продвинутый, только что узнал, что такое пушкинская карта, обязательно сына вот про Инстаграм, потому что действительно для современного поколения театр это где-то, ну вот, ну, вроде как бы нас не касается. Даже кино немножко, и как бы, да, то есть новая постановка обязательно надо сходить. Когда, сказал, будет? Мюзикл «Жизнь Мюзикл, да. «Калейдоскоп иллюзий» 29 октября. 29 октября. Обязательно надо сына туда приведу, сам схожу. Спасибо за интересную беседу. И, может быть, какие-то пожелания нашим телезрителям? Мы с нетерпением ждем всех граждан Российской Федерации с 14 до 22 лет, в первую очередь на госуслугах культуры, чтобы вы оформили пушкинскую карту. Сегодня был замечательный момент, я впервые был в передаче такого формата. Мне кажется, что получилось очень вкусно, и я думаю, что вот эти замечательные впечатления, они совпадут с вашими впечатлениями, когда вы придете в театр оперы и балета на наш спектакль. И хотел бы сказать огромное спасибо за помощь. Я для себя взял очень интересные уроки, которые я, используя ваш опыт, обязательно буду применять в своей жизни. Спасибо за приглашение. Да, ну, на этом мы потихоньку с вами прощаемся. Семен, спасибо тебе еще раз. Сергей, спасибо еще раз. А я, Петр Цепанин, на этом прощаемся. Якутия 24, программа «Просто вкусно».